Селям алейкум, сайгалы телесерджилер. В долгожданный выходной день я снова рада нашей встрече на кухне Софрага Буйренес. Догадываетесь ли вы, дорогие телезрители, какой невероятно аппетитный рулет можно приготовить с экзотическим фруктом авокадо? Блюдо, которое сегодня приготовим мы, вкусное, легкое, а главное полезное и будет отлично смотреться на вашем столе. А я уже готова представить вам нашего сегодняшнего гостя. Врач-акушер-гинеколог, ординатор, герудотерапевт и просто позитивный человек Сусанна Наримановна. Бесценное богатство каждого человека – это здоровье. Ведь не случайно профессию медицинского работника называют самой благородной на Земле. Для того, чтобы помогать людям, необходимо обладать глубокими знаниями, чуткостью, внимательностью и добросердечностью. Все эти качества присущи героине нашей программы – врачу высшей категории Фель Сусанне Наримановне. Своим высоким профессионализмом, отзывчивостью и душевным отношением к окружающим она заслужила уважение коллег и благодарность пациентов. Многочисленные награды за достижения в области медицины доказывают, что Сусанна Наримановна – опытный и ответственный врач. Однако Сусанна Ханум не только хороший специалист в области медицины, но еще и любящая жена и счастливая мама дружной семьи. И сегодня Сусанна Фель – гость на кухне Софрага Буйренес. Каким пикантным блюдом она с нами поделится, узнаем уже через несколько секунд. Селям алейкум, Сусанна. Алейкум селям. Хош келдіңіз. Сауыныз. Очень рада нашей встрече на нашей кухне. Рассказывайте, что мы будем сегодня готовить? Сегодня мы приготовим очень быстрое блюдо – творожный рулет с авокадо. Преимущество его в том, что когда вы спешите, допустим, утром, вам хочется сделать какой-то питательный, полезный завтрак, который не заставит его долго приготавливать, это раз, но в то же время будет полезным и обеспечит ваше утро бодростью и энергией. Это творожный рулет с авокадо. Именно это блюдо вы выбрали, наверное, потому что утром вы всегда торопитесь на работу и, как правило, выбираете что-то легкое и быстрое. Да, я вообще сторонник быстрых и простых блюд. Я считаю, что чем проще блюдо, тем меньше оно термически обработано, исключая, конечно, мясо, рыбу и другие продукты, тем оно лучше и полезнее, потому что именно в сырых продуктах содержится наибольшее количество витаминов, белок в своем естественном виде, и они самые полезные. Так, давайте тогда перечислим для наших телезрителей, что у нас сегодня есть, какие ингредиенты, из чего мы будем готовить. Мы будем брать лаваш, плод авокадо, творог. Кстати, желательно выбирать творог не самой низкой жирности, потому что низкая жирность, еще сейчас иногда модно обезжиренный творог, в нем практически не содержится ничего полезного. Кинза, в общем-то, тоже очень хорошо сочетается с этим блюдом. Сметана, чтобы блюдо не было очень сухим. И чеснок. Но чеснок по желанию, по вкусовым предпочтениям. Кому-то нравится, кому-то нет. Совсем небольшую долю остроты он даст нашему для пикантности, скажем, да? Да. Хорошо. В принципе, все перечислено. Можем тогда приступать. Да, давайте приступим с авокадо. Ага, давайте. Хорошо, что нужно с ним сделать? Я немножко расскажу, почему я его выбрала. Во-первых, этот продукт содержит очень большое количество белка и жира. И именно полезного растительного жира, который может использоваться и для людей, которые не переносят мясо. Это не только вегетарианство, но и люди, которым нельзя по состоянию здоровья. Это первое. Во-вторых, в нем содержится очень большое количество витаминов. Такой маленький плод, да? Да. И как много всего в нем полезного содержится? Вот такой маленький плод, но в нем калорийность на 100 грамм продукта 160 калорий. Это достаточно много. Мы начинаем с того, что мы по кругу, там внутри большая косточка, его разрезаем. Так. Так вот мы его разрезали. Потом, раскрыли. Фокус. Да, вот видите. Потом мы убираем косточку, она достаточно легко убирается. Вот такой кругленькая большая косточка. И сам продукт мы очищаем, и для нашего блюда мы его должны натереть. Особенность продукта, который у нас не дозрел, у него очень толстая шкурка, то есть вы видите. Слушайте, как много интересной информации вы рассказываете. Вы медик, вы врач. Да. Почему именно медицина? Как вообще ваше первое знакомство с медициной произошло? Мое первое знакомство произошло очень давно. У меня мама врач, и это, в общем-то, определило очень много в моем восприятии. Говорят, что человека формирует среда. Так и произошло, потому что я росла среди рассказов медицинских, среди каких-то пациентов, которые постоянно обращались. Раньше не
было телефонов, они просто приходили. Вот, приходили они со слезами на глазах, уходили они с надеждой. То есть вот это состояние, я этим пропитывалась. И, в общем-то, удивительного, что я выбрала медицинскую среду, для меня не было никогда. Давления особого не было. Мама всегда говорила, что если в этой профессии я смогу тебя всегда поддержать, я всегда могу помочь, то есть, подумай о том, что поддержка моя будет, и тебе будет проще. То есть она говорила в этом плане. Здорово. Да. Ну что, вернемся к блюду. Да, давайте. Так, авокадо мы почистили. Теперь его нужно натереть на терку. Да, я займусь кинзой. Да, что с ней нужно сделать? Ее нужно как можно мельче нарезать. Кинза тоже, как и любой продукт зеленый, как и любой овощ, содержит большое количество фолиевой кислоты, очень необходимой для нашего организма. Поэтому витамины содержит. Желательно любой свой прием пищи включать хотя бы один овощ. Именно овощ. Это будет очень полезно. Та же клетчатка, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Вот расскажите, как питаетесь вы? А я питаюсь правильно. В основном в моем рационе блюда это супы, различные бульоны. Наш национальный любимый это шурпа, который практически через день в нашем доме. Мясо и мясные продукты. Очень люблю долма, сарма, то есть по сезону очень подходит. Ну и продукты, которые содержат много белка, молочного, молоко, творог, то есть в таком режиме. Главное в системе питания – это кратность приема пищи. Это что значит? Это количество приема пищи в день. То есть должно быть не менее 4 хотя бы. 3 основных приема и 2 еще перекуса, получается 5 даже. Потому что наш обмен веществ, наш организм, он устроен так, что если вы долго не принимаете еду, то организм воспринимает это как угрозу вашей жизни и откладывает жир на потом. Это приводит в конце концов к тому, что вы едите очень мало, но вы не сбрасываете и все равно набираете. Сусанна Ханум, я владею такой информацией, что в 2016 году вы в Москве победили во всероссийском конкурсе. Как он назывался? Моя законотворческая инициатива. Да, моя законотворческая инициатива. Вот расскажите об этом конкурсе поподробнее, с каким проектом вы туда ездили и как все происходило. Был такой конкурс. Дело в том, что мое второе высшее образование касается государственного управления в сфере охраны здоровья. И моя магистерская касалась темы защиты репродуктивных прав. Сначала магистерская работа получила диплом за лучшую работу, а затем было выдвинуто предложение выступить на вот таком всероссийском конкурсе, куда я и поехала. Работа касается защиты репродуктивных прав и особенностей регулирования правового этого вопроса на территории Российской Федерации. У нас нет единого документа, который бы все наши репродуктивные права, это касается и суррогатного материнства, и возможности абортов, и возможности ЭКО. У нас нет единого документа. То есть у нас есть один закон, 323, который в своей главе отдельно, 55, регулирует вопрос. Но отдельного документа, который бы защищал права всесторонне, со всех сторон, у нас нет. Поэтому я выбрала именно эту тему, поскольку сама я акушер-гинеколог, мне это было интересно, и представила свою работу на конкурсе. Получила государственную награду, депутатский резерв, да, и, в общем-то, вот таким образом все это происходило в 2016 году. Как вот встретили ваш проект? Какие у вас впечатления вот все-таки сейчас уже спустя время? Впечатления самые лучшие, потому что проект в Москве хорошо был очень встречен. Сейчас вообще государство очень активно работает на направлении репродуктивного потенциала страны, восстановления репродуктивного здоровья, потому что демографические вопросы у нас очень серьезные, и состояние здоровья мальчиков, девочек, вот именно репродуктивное, стремительно ухудшается. Поэтому все эти вопросы, они поддерживаются очень активно. Впечатления самые лучшие. То, что могла, творчески от себя добавила. Дальше уже вопрос реализации. Здорово. Так, тогда переходим дальше к нашему блюду. Уже все натерто у нас, нарезано. Что нужно теперь сделать? Теперь нам нужно смешать авокадо с кинзой, добавить туда соль, немножко чеснока. Опять же говорю, это по вкусу. И уже смешивать с творогом. Выложим авокадо. Кстати, очень жирный должен быть, даже трогаете, он входит в состав масок для волос, масок для лица. Хорошо смешиваем. Так. И запах такой, прям запах здоровья. Да, запах здоровья и весны, это точно. Так, теперь нам нужно очистить чеснок и добавить небольшой зубчик чеснока. Поэтому мы берем небольшой
зубчик чеснока, он придает блюду такую остроту и все-таки стимулирует наш иммунитет. Буквально немножечко получаем сок. Так, для тех, кто не очень любит чеснок, хватит одного, да, зубчика. Кто любит так, чтобы было более пикантно, можно и побольше. Так, нам необходима соль. Да, соль вот у нас наша тоже соль. есть, давайте берите. Так, сколько? Ну, желательно одну щепоточку положить, чтобы она чувствовалась, но чтобы блюдо не было соленым. Все дело именно в дозе, как говорила Авиценна, все яд и все лекарство, дело только в дозе. Поэтому это касается любых продуктов. И касательно авокадо, вот еще хотела сказать, что он очень богат калием, и это основной микроэлемент, который необходим для сердечной мышцы. Поэтому еще при ишемической болезни сердца, гипертонии, он показан очень активно. Какой полезный фрукт. Очень полезный фрукт, и его большое преимущество в том, что он недорогой. Теперь мы добавляем творог. И дальше продолжаем все это смешивать, чтобы получить народную консистенцию. Вот помимо своей основной деятельности, я знаю, что вы еще занимаетесь герудотерапией. Да. Вот расскажите, что это такое, с чем его едят? Герудотерапия очень интересное направление. Это деятельность, связанная с использованием с лечебных целей медицинской пиявки. Так. Да, именно медицинской пиявки, не те, которые находятся в открытых родоемах, они выращиваются специально в лаборатории. Сейчас это все очень строго. Лицензирование необходимо для медучреждения, которое хочет предоставлять такие услуги. Сертифицированные товары, то есть на специальных фермах выращивается. На самом деле герудотерапия – это такая область очень хорошая. Мне очень нравится тем, что воздействие на организм происходит в общем, то есть нет какого-то определенного заболевания, где мы можем его использовать. Это все абсолютно сердечно-сосудистые заболевания. Это заболевания, связанные, в первую очередь, с варикозным расширением в нижних конечностях. То есть очень широкое поле. Отдельно используется очень активно в травматологии, при травмах, при переломах, ускоряет заживление в разы. Да, то есть герудотерапия относится к направлениям натуротерапии, то, что мы называем, когда мы используем не медикаменты, а натуральные средства. Натуральное, да. В России есть в Петербурге центр герудотерапии большой, в Москве есть целый институт герудотерапии. Направление, которое занимается очень активно, и там даже лечат людей, которые... Основное наше направление традиционное медицинское отказалось ввиду сложности. Да, Слушайте, информации просто очень много, на самом деле. Информация вся интересная. Но вот мы с вами все о работе. Вот какая вы дома, расскажите мне. Дома. И мне кажется, что я не отличаюсь. Мне кажется, что у меня такое ровное состояние, что на работе, что дома. Но это с моей точки зрения. Мне так кажется. Не знаю, моих близких, наверное, лучше спросить. Так, что у нас здесь получилось? Получилась однородная масса? Да, у нас получилась однородная масса с приятным свежим запахом. Запахом весны. Да, запахом весны. Мы сюда по вкусу добавим совсем чуть-чуть сметаны, чтобы блюдо не было сухим. То есть буквально вот... Буквально немного, да. Потому что и так жирный продукт авокадо. И вот у нас все уже готово. Теперь нам осталось разложить на лаваш и завернуть. Вот. И таким образом перевернем и начнем выкладывать сюда наш творог. Да? Вот. Мы будем делать рулет, то есть мы будем сворачивать. Поэтому мы аккуратненько Так, наш рулет термической обработки подвергаться не будет. Не будет. Но как вариант можно, да? Можно, для желающих можно запечь, правда? Можно запечь, для любителей хрустящей корочки на лаваше можно запечь, и блюдо будет хрустящим и горячим. Вот все-таки, врач, как вы считаете, это профессия или призвание? Для меня это образ жизни. Наверное, призвание, образ жизни. Я врач во всем. Насколько я знаю, вы занимаетесь еще научной деятельностью. Расскажите об этом. Да, если выдается интересная тема, просто мы с коллегами пишем статьи и публикуем их. Просто то, что интересно, в общем-то. Это возможность, во-первых, поведать миру то, что ты думаешь. Во-вторых, получить публикации, что тоже очень
престижно. Ну вот написание этих статей, я так понимаю, что это не, скажем так, не задание руководства, вас никто не заставляет делать, то есть это ваша личная инициатива, Вот да? это личная инициатива, таких прям... То есть это как хобби, скажем так, да? Можно и так сказать, да, в кругу Мгм. этой профессии можно назвать это хобби. Интересно. А еще какие-то хобби, какие-то увлечения есть? Да, еще одно хобби рукодельное. Это вязание крючком. Кстати, тоже интересная история. Когда в институте мы проходили практику по хирургии, там, использование шовного материала и все остальное, нам преподаватель посоветовал, если у вас есть какое-то любимое рукодельное занятие, то вы можете его использовать для тренировки рук. Это для хирурга очень-очень помогает. После того я начала заниматься этим, вот, вязать. Вяжу преимущественно крючком. Во-первых, это очень успокаивает, отвлекает. Во-вторых, тренирует руки. Ну дает, да. мелкую моторику. Вот так вот началось мое хобби тоже, так сказать, выросло из основной моей медицинской деятельности. И из спортивных занятий вот люблю очень бег. Когда-то хорошо, очень активно занималась, потом был небольшой перерыв на декрет. Вот. Ну, бег – это тоже, знаете, возможность расслабиться, возможность уйти от каких-то мыслей, переживаний, ну и поддержать себя в хорошей форме. Хватает ли на все время? Вот смотрите, врачебная деятельность, написание статей, герудотерапия, что еще? Вязание, бег. Когда все успеть? Вы знаете, человеку всегда хватает времени на то, что ему действительно хочется, и то, что ему действительно нравится. А еще мне посчастливилось учиться у одного нашего светила, Елисеева Марина Ювенальевна, она врач, акушер-гинеколог, хирург, профессор, очень много у нее регалий. Она говорила: детка, все дело в правильном тайм-менеджменте. Поэтому, да, я воодушевилась этим ее предложением и стала искать пути, возможности. Так, мы выложили? Да. Ну что теперь? Теперь мы свернем. Так, Мы показывайте. можем как. свернуть. У нас будет достаточно много лаваша в этом блюде. Аккуратненько сворачиваем. Ничего особенного, ничего сложного. Такая, знаете, диетическая шаурма. Почти. Сусан, я знаю, что у вас есть подрастающее поколение. Дочь, правильно? Да, Как правильно. ее зовут? Ее зовут Эльмира. Мгм. Сколько ей лет? Ей 2 и 8. 2,8, то есть еще совсем она маленькая. Так, ну и как вы думаете, будет ли она продолжать ваше дело? Как бы вы хотели? Я бы хотела, чтобы она выбрала профессию, которая бы ей приносила удовольствие, которую бы она не воспринимала как работу, которая бы была ее увлечением, ее радостью, ее опорой, поддержкой. Ну, все те эмоции, которые я испытываю от медицины. А будет это медицина или это будет другая область, ну, я не буду настаивать. Но уже сейчас она берет фонендоскоп, она берет акушерский стетоскоп, одевает его на себя и говорит: мама, я врач. Поэтому, ну, пока так. Ну, как видимо, это знак. Ну да, она пропитана этой атмосферой, поэтому я думаю, из-за этого. И будет у вас такая медицинская династия, не правда ли? Возможно. Здорово, отлично. Сусанна, также я знаю, что вы увлекаетесь психологией. Да. Вот расскажите об этом тоже. Психология – это очень интересная наука. Она нам дает возможность понять самих себя и в каких-то кризисных ситуациях самому себе помочь. Поэтому это в основном литература психологической направленности. Сейчас очень интересно, увлекательно написано о трансерфинге реальности. Это тоже одна из областей. Поэтому психология – это, знаете, как такая возможность понять, почему ты испытываешь определенные эмоции, как эти эмоции объяснить и изменить. Потому что когда мы меняем себя, мы меняем свое восприятие. У нас появляется возможность изменить окружающие события. Просто потому, что мы начинаем их по-другому видеть, по-другому реагировать и видеть на самом деле возможности, а не препятствия. Помогает ли изучение психологии вот, в повседневной жизни как-то? Это очень помогает в профессии. Потому что врач никогда не должен забывать, что перед ним человек, который пришел с определенной проблемой, с определенным вопросом, и это не может не менять его состояние психики. То есть это не повседневная жизнь, где мы общаемся с людьми, где каждый человек просто общается с тобой. А это вот именно та сфера, где очень важно человека понимать, и очень важно человеку не просто донести информацию о его здоровье, а сделать это так, чтобы не нанести урон. Потому что каждое слово врача, оно может так, оказывается, влиять на состояние души человека, и иногда ты имеешь в виду одно, люди воспринимают совсем по-другому, и это важно понимать.
Важно правильно важно. донести, наверное, Да, правильно важно. услышать. Да, для того, чтобы человек чувствовал себя хорошо. И, кстати, есть очень интересная информация по поводу врача, который работал именно с подходом психологии очень необычным. Звали его Галь Матье. Да, и он использовал в своем лечении шутки. Его лечение настолько стало популярным, что он уже не мог принимать к себе пациентов, а он слал им письма в такой вот шутливой форме. И после этого произошло слово «галиматья». Такой вот интересный момент. То есть врач должен быть психологом. Вы такие методы не применяете, кстати, с шутками? Нет, шутить в моей профессии очень опасно для здоровья пациента в первую очередь. Послушайте, ну вот из всего, что я услышала, я делаю вывод, что вы человек, который любит развиваться, любит учиться чему-то новому, любит, да, всесторонне Да, вот действительно так оно развиваться. и есть. И вот хотела бы узнать, кем вы себя видите через 5 лет? Давайте пофантазируем. Это очень интересный вопрос. Я не ставлю таких долгосрочных планов. Я даже никогда не задумываюсь о том, что будет через год. Вот я знаю, что я хочу освоить. Я знаю, какие направления мне хочется изучить. Кем я буду, я не задумываюсь. Я знаю, что есть вот объем информации, есть определенные там, виды деятельности, я должна их усвоить, я хочу. А кем я буду завтра, это уже не моя забота. Забота Всевышнего, поэтому делай то, что можешь, и завтра будет то, что должно быть. Отлично, золотые слова. Так, ну что, вот у нас получился вот такой вот рулетик. Да, осталось нам его красиво нарезать. Да, потому что должна быть очень красивая подача. Как мы его должны нарезать? Мы его должны нарезать дольками. Получится дольки рулета. Значит, красиво. В разрезе он, кстати, очень красиво выглядит. Да, мы сейчас обязательно посмотрим, покажем И нашим украсим телезрителям. мы его семенами тыквы зеленой. Тоже будет очень интересно. Вы бы вот данное блюдо применили бы к завтраку или как в качестве закуски, может быть, к праздничному столу? как вы Можно думаете? использовать, сейчас выкладываем, можно использовать в качестве закуски, можно использовать в качестве завтрака. В нем достаточное количество белка, есть жировой компонент, есть углеводы, то есть сбалансирован абсолютно. Поэтому можно использовать во всех вариантах. Для украшения праздничного стола, вот скоро 8 марта, тоже можно использовать. Если вы не злоупотребляете другими калорийными продуктами, то и это блюдо не нанесет вам никакой вред вашей фигуре и будет очень гармонично вплетаться в ваш рацион. Вот немножечко украсили, тоже придает вкус. И получилось наше блюдо. Сусанна, ну блюдо получилось просто невероятно красивое. Я думаю, что и вкусное оно не менее, правда? Да. Я хотела вас, знаете, что спросить? Были ли когда-нибудь мысли поменять сферу деятельности? Потому что мы столько разговариваем о профессии, я вижу, что вы ею увлечены, но, может быть, когда-то проскакивала такая мысль. Да, были такие моменты. Мне кажется, у каждого человека, каким бы родом деятельности он ни занимался, бывают такие моменты. И у меня тоже были эпизоды, когда мне казалось, что я больше не могу. Хотя у меня не такой большой опыт за спинами, не десятилетний, но когда ты интенсивно работаешь, когда ты постоянно сталкиваешься с какими-то проблемами людскими, проблемами в здравоохранении, проблемами общечеловеческими, тебе кажется, что лучше ты уйдешь куда-нибудь в другую область, где ты не будешь видеть, слышать. Но в этом мне как раз помогла психология. Самое главное, что нужно было сделать, просто отдохнуть, дать себе время. И появились новые силы, и эти мысли больше не посещали. Самое главное, наверное, вера в себя, да? Самое главное вовремя просто вот, скажем так, остановиться, вовремя одуматься, да? Не знаю, как-то сесть, да? Вот хорошенько взвесить все за и против и принять правильное решение. Да, и очень важна поддержка близких людей, потому что меня в этом поддерживает очень муж. И когда у меня возникают такие какие-то трудные ситуации, всегда в нем есть такая опора, на которую я могу положиться, и мне становится легче. Отлично. Сусанна, мне не терпится презентовать наше блюдо телезрителям, которые тоже ждали все это время, каким оно получится. Вот оно получилось вот таким. Наш творожный рулет с авокадо. Вкусный, полезный. Может стать отличным завтраком, может стать отличной закуской к праздничному столу. Да и, в принципе, любым, я думаю, приемом пищи, да? Легкий, красивый, аппетитный. Сусанна Ханум, есть ли у вас какое-нибудь пожелание нашим телезрителям? Да, есть.
Прошу, Буйренс. Я хочу пожелать нашим телезрителям в первую очередь заботиться о себе, правильно питаться. Забота о себе – это самое главное для человека, потому что если ты здоров, если ты счастлив, ты можешь позаботиться об окружающих. Поэтому любите себя, любите своих окружающих, употребляйте здоровую пищу, занимайтесь спортом, живите каждый день. Чох сагулнус за такое отличное поздравление. Я рада знакомству с вами, рада тому, что вы поделились с нами вот таким вот вкусным и интересным рецептом. Приходите к нам еще. Чох сагулнус за приглашение. Я очень рада, что вы меня пригласили. Это всегда волнительно, интересно. И рада презентовать свое любимое блюдо. А вам, дорогие наши телезрители, желаю замечательного дня, творческих идей, побед и свершений. Аш татлы олсун, салах нинхаланес.